чиверін көрдік, ары жәмкер қаланы көрдік, кәнеріләқ кіміз көрдік, кәңіл сана кіміні көрдік, жолық саға кіргіт дара. Сәтті неманы білір артыләқс Утали, агысуаны қысыл бағы-бағыр, алғызда қарытығы батығын. Ырасанабын алақтың, бағасанабын толырың. Күнне жылға сөпті бігін алақтың аластың. 3, 4, 5, 6. А то вы опускаетесь медленно. Дарина, пожалуйста, мы все на тебя будем смотреть. Вчера... Одна рука лет. Одна рука. У вас правая, у вас левая. Ага. Ты такая армистка. Управляй ими. Давай, и начали. 1, 2, 3, 4. Вообще изнутри, с детства я обожаю это все народное, фольклорное, прям когда я видела в новостях, ребята там стали там гран-при известными там, и так далее. Мне всегда вот накатывала такая радость, гордость за нашу культуру. И ну, я сама, ну, как сказать, сама по своему желанию вот, люблю играть на якутских инструментах. Внимание! Потом будет момент. У меня есть большое любопытство по поводу того, почему кто-то счастливый, кто-то несчастный, и как это быть счастливым. Кто-то богатый, кто-то бедный, и ведь что оно счастье, и вообще как устроено мироздание, и начиная с тех времен, и еще вот это вот ощущение близкой связи с природой привело меня к тому, что я сейчас изучаю природу человека, мироздания и этой связи. Сейчас, изучив себя, в связи с тем, что были очень такие сложные моменты в жизни, я была инвалидом 2 группы, и преодолев эту болезнь, исцелив себя, я поняла, что каждый человек может посмотреть вглубь себя и настроить себя таким образом для того, чтобы действительно ощутить себя и каким вкладом он может быть для себя, для людей, для мира. Всем привет! Меня зовут Евдокия, и мое сахалы имя Эйге. Я одна из участниц проекта «Якутяночка», с радостью готова раскрыть себя и показать одну из якутяночек. О, ребята, привет! О, привет, привет, привет! Привет! Привет, привет! Короче, я записала, но как бэк-вокал сегодня. Ну, для меня это не так просто было, я же не настолько опытная, ну так нормально. Камбер, да? Ну, он сегодня вечером должен ждать. Кирилл, да. Кирилл, да. У нас сегодня репетиция, завтра у нас будет Аланхо-фест, выступаем, и Алгы соврят, вот Айгуна будет, ребята, с ребятами. Я буду фоном Крым подавать. И также вот Стас Дабун написал трек, и завтра будет перформанс от якутяночек. Обсуждаемся. Я немного волнуюсь, конечно, по поводу того, что вот трека, вот девчонки там тоже с инструментами, как мой перформанс. Для меня это вообще впервые. Надеюсь, зажжем нормально. Все будет нормально? Да. Главное, не беспокойся. Да, не беспокойся. Ладно, благодарю за поддержку. Ну, мне, кстати, вот второй трек, хорошо зашел. Кстати, вот, когда вот вторую часть я пою, да, там как будто бы, помнишь, после хамуса, которая часть идет, там как будто еще вот можно добавить что-то, как по звучанию. У меня такие ощущения. Там же только так, мы же космос убрали там? Да, космос. Ага, и там осталась же только, подложка как будто. И как будто Космос можно добавить на вторую половину, в принципе. Тоже, да? Да. Как подложку? Как фоново больше. Как фоново, да? Да. То есть, получается, сначала идет хумус, именно вот этот звук. После этого второй квадрат можно добавить потихоньку, чтобы поднимался. Мне кажется, да, надо будет так сделать. Можно, в принципе, так делать. Ну, это не окончательный вариант же, это же вариант потом для того, чтобы, если он зайдет, если я буду его ставить, можно будет его четко так сделать, чтобы, потом нормально.
ну, всегда занимаюсь тем, что мне интересно, что мне увлекательно, да. Поэтому работаю с людьми, с клиентами различными. И больше предпочитаю, конечно, работать с группами и уже обучать. Сейчас поедем ко мне в офис, там придут мои студенты, которые меня обучались, и они немного расскажут о своих результатах и вообще как проходит обучение. Будет интересно. Привет! Это мой кабинет, здесь я веду личные приемы. Мне здесь очень нравится, что вид красивый, можно приятным видом поработать. И сегодня я пригласила своих девчонок, студентки, учились у меня. Кто-то пока только начинает учиться. Вот, пообщаемся. И еще ждем тоже. А мое обучение, ну, про работу с подсознанием, курс называется «Квантовый разум тела». А квантовый – это, ну, это вся безграничность наша. Разум – это наша разумная часть, и тело – это в якутском языке есть такое «юскут» – соединение трех тел, ну, трех душ. И вот это вот на основе этого. Ой, очень рада, что вы пришли, благодарю вас. И вот, получается, у нас Юля, познакомьтесь, это вот Юля, она уже прошла полный курс, а вы еще на половине пути курса. Может, Юля, тоже поделишься с чем-нибудь? Ну, с девочками я хотела бы поделиться тем, что курс, он такой прямо практический, что с помощью этого курса можно решить вообще какой-то вопрос у вас возникает, да, и тут же вот с девочками, с которыми вы проходили этот курс, да, можно будет скооперироваться и решить его на раз-два. Можно ли этим похвастаться, но я прошла абсолютно все ее курсы, все, что у нее есть, и очень этим довольна. Есть результат? Да, обязательно. Вот самый наглядный результат – долгожданный сын, ну вообще ребенок, первенец. Сейчас пока ложитесь, я дам звучание гонга, а потом мы уже приступим, я объясню ту сессию, в которую мы войдем, ну, в это состояние. Да, все ложитесь, да. Пока ложитесь, просто послушайте гонг чуть-чуть. Меня зовут Анна Миронова, я обучаюсь у Евдокии. Я все работаю над тем, чтобы открыть любовь к себе, чтобы стать женственной. И после встречи с Евдокией у меня это получается. Мы не только обучаемся, но и проделываем всякие трансформационные техники, очищаемся от каких-то застарелых травм, обид. И это вообще круто работает, потому что после последнего обучения у меня все колоссально изменилось. У нее свои определенные какие-то методы, ну то есть она все свои знания собрала в свою собственную методику. Не бойтесь, здесь с вами ничего плохого не произойдет. Если будет больно, то это будет больно в последний раз, для того, чтобы знать, что она у тебя есть. Если эта боль проявится сегодня, ваша задача ее отпустить. Она будет проявлена для того, чтобы уйти уже. Мы иногда эту боль, мы вот каждый день живем, мы ее не понимаем, что она есть, но она внутри сидит, и она забирает огромное количество энергии. Потому что на самом деле наши страхи и наша боль, они когда-то нам помогли. Для чего-то они были нужны нам. И мы их создавали сами. Ну, возможно, не мы, даже наши предки, может быть, создали. И они чему-то помогали. И сейчас, когда они всплывают, это значит, они говорят о том, что они готовы уйти. Их просто надо отпускать, надо быть с этим осознанным. С ней очень легко, она хорошо наставляет, она хорошо промывает, прочищает, скажем так, настраивает на положительные эмоции, на положительный лад. Ну, мне с ней очень хорошо, очень комфортно. Я вот на курсе, мы одну практику проделали, и я даже не знала, вот немножко я вот, ну как по метафоре скажу, да, что я даже, оказывается, не заметила, что у меня есть такая вот заноза в сердце. Ну вот как такое ощущение.
Я не знала, и именно вот на этом курсе я узнала. И получилось вытащить. Делайте глубокий вдох-выдох. Руки расслабьте. Ноги на ширине плеч поставьте и шире даже. Шире, шире, шире. Еще? Анна, шире. Да. И расслабьте таз. Расслабьте таз. Все расслабьте тело. Голову, руки, бедра, колени. Позвольте сейчас вибрациям, энергиям, которые здесь будут запускаться, проходить через вас. Позвольте этим энергиям прочистить вас. Очищение. Мама. Мама. На самом деле я вообще совершила такое глубокое путешествие в свое такое сакральное место. И я вспомнила, как оно с высоты выглядит. Как оно выглядит с высоты, я вспомнила. Именно с высоты. И почему-то вот я его знаю, как оно выглядит, а вот именно увидеть вот его реально, какое оно с высоты, я его наконец-то это увидела. Потому что я ходила постоянно внутри него. И мне почему-то лес не открывается. То есть я по лесу себя гуляю, а лес не открывается. Зато она сегодня мне показалась сверху. Я вспомнила, где что находится. Давай, освобождайся. Молодец. Давай. Давай. Хорошо. Отпускаем. Молодец. Звуки так странно разносились, то есть они были как будто бы рядом, вообще рядом, но при этом ты понимаешь, что это не тот голос, который типа ты слышишь, то есть типа это не голос твоего соседа, и прям все вот так было, и это было так классно, особенно вот барабаны. Когда началась вот эта астральная хирургия, у меня вышли все тотемы, и все очень много тотемов я своих увидела, много зверей, очень много. И тело мое разблокировалось, и сознание разблокировалось, и много чего. Но у меня часто, вот, я очень редко же хожу на проработку. Три, 4, 5, 6. А то вы опускаетесь медленно. Дарина, пожалуйста, мы все на тебя будем смотреть. Вчера... Одна рука нет. Одна рука. У вас правая, у вас левая. Ага. Ты такая артистка. Управляй ими. Давай, и начали. Раз, два, 3, 4. Уся. Получается концерт живой музыки с национальными традиционными инструментами, который считывает вибрации твоего духа и души и отдает в массы. Это мелодия твоей души, вообще той, жестко, той. Так покажем своей душе. Вау, каждый будет. Да. Где мой... Ага. Всем привет! Сегодня...
Всем привет! Сегодня у нас состоится невероятно классный перформанс. Это презентация моих стихов, скажем так, песни. Я написала трек с Дабуном всего лишь 2 дня назад. 1 день учила, и вот сегодня это будет перформанс. Это необычный такой полуфольклор, полусовременный. Мы сейчас поймем. И вот это вот все участницы будут принимать участие. Да? Сегодня был очень волшебный съемочный день для меня. Это 2-й день. Он начался с того, что сегодня именно день летнего солнцестояния. Как известно, среди саха это самая актуальная тема — быть солнцепоклонником, любить и уважать солнце. И, конечно же, самая крутая особенность сегодняшнего дня в том, что я сделала свое выступление, перформанс. Меня несло именно понимание того, что это вот какое-то новое такое направление, течение, и через эту вибрационную музыку включать людей тоже. Она непростая, но мне кажется, ребятам зашло. Мы приехали легендарному дизайнеру Августина Николаевна Филиппова. Оны хайдары биле сахалы хаңардаққа Августина ден курдук ихиллер. Бу хамай оттон меха корсуна бер жоннор боллактары ди. Бәттәк құрын, бичік күн. Уруй айқа!